Ядовитая река. Сотрудники Комитета по экологии и природным ресурсам республики провели проверку санитарного состояния реки Сунжа. Поводом послужила жалоба от жителей сельского поселения Икажево. По их словам, в районе очистных сооружений Магаса уже длительное время в реку Сунжа заливают канализацию. Так ли это, расскажет Медина Таркоева. Первым пунктом выезда стал МУП «Водоканал» по городу Магас. На его балансе очистные сооружения, на которых зафиксированы нарушения природоохранного законодательства. Директор предприятия объясняет их тем, что мощности очистных не хватает для обеззараживания канализационных стоков города. По его словам, уже в 2014-м должны были заработать новые очистные сооружения, в 3 раза мощнее нынешних. Однако по какой-то причине их строительство остановили. Почему работа была приостановлена? Из-за отсутствия финансовых средств в Министерстве строительства. Жители Икажева не впервые жалуются на сброс в реку канализационных стоков. Люди неоднократно обращались в Комитет по экологии и природным ресурсам Ингушетии. Но, по их мнению, на эти жалобы никто не отреагировал. Решив разобраться в ситуации, мы прошлись по домам, жители которых, на удивление, даже не вышли нам навстречу. Но одного мы все-таки застали. Бесланауша в районе очистных сооружений живет уже 15 лет. Уверяет, проблемы подобного рода возникают здесь часто. Дела нету никакого, изменений нету. Сейчас посмотрим, вот сейчас. Какое изменение будет. По итогам выезда комиссии принято решение взять пробы из канализационных стоков, чтобы проверить в них уровень загрязнения. Сегодня организована такая совместная работа совместно с Проднадзором, с Потребнадзором. И сегодня будем уже выяснять, очистные сооружения здесь имеются, насколько они функционируют качественно. Будут отобраны пробы, проведена работа, и уже будем уже принимать меры. И если будет установлено, что предельно допустимые нормативы в стоках превышены, в отношении водоканала будут приняты все соответствующие административные меры. Медина Таркоева, Муса Хамхоев. Новости 24.